Прошло последнее заседание правительства Республики Таджикистан в этом году с оценкой работы социально-экономических объектов в зимний период. Накануне вечером состоялся первый авиарейс Кувейт-Душанбе. В МИД Беларуси вызван посол Украины из-за падения ракеты С-300. Ушел из жизни король футбола и кумир миллионов Пеле. Вопросы госбюджета на 2023 год, создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной деятельности социально-экономических объектов страны были обсуждены вчера, 29 декабря, на заседании правительства Таджикистана под председательством Эмомали Рахмона. Как сообщает пресс-служба президента, в работе заседания в начале были обсуждены меры выполнения закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2023 год, по которому отчитался министр финансов Файзиддин Кахорзода. Президент дал поручение членам правительства страны и руководителям министерств и ведомств по своевременному обеспечению реализации планов государственного бюджета в 2023 году. В частности, было дано указание принять незамедлительные меры по нахождению новых путей выполнения налогового плана и государственного бюджета, созданию новых рабочих мест, привлечению граждан к полезному ручному труду, такому как промывка золота на территории страны. За короткий срок по указаниям Эмомали Рахмона в республике более 7 тысяч жителей получили лицензию на промывку золота и были привлечены к этой прибыльной деятельности, отмечается в сообщении. Затем был обсужден план работы правительства на первое полугодие 2023 года, который разработан на основе показателей послания президента парламенту. На заседании также были обсуждены государственная программа воспитания патриотизма, чувства гражданской ответственности и укрепления национальной идентичности молодежи Таджикистана на 2023-2027 годы. Среднесрочная государственная программа по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2023-2028 годы. План мероприятий по реализации стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года на 2023-2026 годы и другие вопросы. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начала выполнять регулярные авиарейсы по новому маршруту между городами Душанбе и Эль-Кувейт. Первый лайнер авиакомпании приземлился в международном аэропорту города Душанбе вчера вечером 29 декабря. На борту более 20 пассажиров, блогеры и журналисты, официальные лица, а также таджикистанские студенты кувейтских вузов. Пассажиров авиарейса в международном аэропорту Душанбе встретил посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода, региональный менеджер стран залива компании Jazeera Airways и другие официальные лица. Была выражена надежда, что после открытия этого авиарейса количество туристов с обеих сторон увеличится, укрепится экономическое, торгово-инвестиционное сотрудничество, и этот фактор будет способствовать обороту и экспорту отечественных товаров и продукции в Кувейт и другие страны залива. Думаю, что желающих купить авиабилеты на этот маршрут будет немало, в том числе из числа тех, кто собирается совершить умру малый хадж. Но основная цель – привлечь туристов в Кувейт, ранее заявлял об этом посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода. Стоимость перелета туда-обратно рейса Эль-Кувейт-Душанбе составляет 175 кувейтских динаров, это примерно $510. Ракету украинской системы С-300 сбила ПВО Беларуси 29 декабря. Она упала в Брестской области недалеко от границы с Украиной. Минск потребовал от Киева наказать виновных, сообщает РБК. А в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, передает БЛТ слова пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза. Ранее о том, что на территории Беларуси в районе 10 часов 29 декабря системами ПВО была сбита украинская ракета С-300, сообщила Минобороны Республики.
В Бразилии умер Пеле, футболист, которого многие считают самым великим игроком всех времен. Ему было 82 года. Пеле был не только спортсменом, но и общественным деятелем, боровшимся за экологию и улучшение жизни бедняков. У себя на родине он стал национальным героем, в мире спортивным кумиром для миллионов. Прощание с футболистом Пеле состоится в понедельник, 2 января. Похороны 3 января, сообщил футбольный клуб «Сантос». Врачи назвали причину смерти отказ органов на фоне рака толстой кишки, которой он болел с 2021 года. По данным портала G1, Пеле похоронен в бразильском городе Сантос в штате Сан-Паулу на вертикальном кладбище мемориал некрополя Экуменика. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса. В здании кладбища 32 этажа. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. Футболист сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. На церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро подсвечена цветами бразильского флага в память о Пеле, сообщает портал G1. В Бразилии объявлен трехдневный национальный траур.